круговерте рабочих будней иногда просто необходима пауза. Перерыв дает отличную возможность перезагрузки. Встречи с друзьями, походы в кино и на каток, прогулки по городу, новогодние каникулы Кирилл и Вера Горбуновы и их трое сыновей провели плодотворно и с удовольствием. Конечно, побывали родители с детьми в Алданской межпоселенческой библиотеке имени Некрасова. Читать в семье любят все, и к поиску чего-то новенького, интересного и познавательного с энтузиазмом относятся и взрослые, и ребята. Часть литературы читаем вместе, а потом обсуждаем. Это очень интересно, потому что это всегда не всегда однозначно, потому что бывают разные чтения у нас, и поэтому в споре рождается истина, когда мы как-то не так, допустим, каждый по-разному понял какое-то произведение. Из предпочтений обязательно это школьная классика, школьная программа, потому что старшие дети 10 и 8 класс учатся. С младшим там уже другое читаем. Читаем даже с младшим, старшие присутствуют тоже, когда читаем. Им интересно вспомнить. Читали «Волшебник изумрудного города», потом пошли на фильм, допустим, и как раз там тоже разночтения у нас возникли, потому что фильм по-другому сняли, не как мы это себе представили. Помимо этого еще любим приключенческие. Например, «Задача 4 тел», может быть, слышали. Литературные интересы и вкусы у родителей и сыновей весьма обширны. Имеются у каждого члена семьи и собственные жанровые предпочтения. Однако с понравившимся кому-то одному произведением родные ознакомиться совсем не против. Сейчас мы читаем «Два капитана», дочитываем уже Аверин, и будем читать «Братья Стругацкие. Пикник на обочине». Потому что они подростки, чтобы это было им интересно. Споров о том, как поделить одну книгу на всех, в семье Горбуновых не возникает. Для знакомства с повестью либо романом, помимо традиционного печатного издания, вполне приемлемы иные форматы. Я вообще сама сторонник разных форматов, потому что не всегда удобно читать, иногда удобно слушать. Например, мне как маме 3 детей, есть очень много бытовых каких-то дел, что-то приготовить, погладить, допустим, удобно слушать аудиоформат. Я подписана здесь как абонемент Литрес через библиотеку Некрасова. И там в доступе любые аудиокниги, очень широкий спектр. Очень удобно с собой нести книгу в сумке, допустим. Некоторые книги, они же очень объемные, допустим, даже «Два капитана», если взять, не каждый может с собой положить его в рюкзак, Поэтому у меня тоже, даже у самой нету предпочтения. Но у детям главное мобильность. Поэтому это электронный вариант. Конечно, на каникулах увлечениям можно посвящать немало времени. Однако наступившие будни вовсе не означают, что о любимых занятиях придется забыть. Баланс между интересами и обязанностями всегда можно найти. А новогодние выходные семья Горбуновых провела плодотворно. Конечно, были встречи с родными, с знакомыми. Обязательно поход в кинотеатр. Культурно отдыхали, готовились с младшим сыном к шахматному турниру, разбирали новые партии. Шахматами и шашками младший сын Горбуновых Дмитрий занимается серьезно. И в районных турнирах среди дошколят участвует постоянно. Наступивший же год для мальчика ознаменует важный этап. В сентябре он пойдет в 1 класс. По словам Димы, к школе он уже готов. Ой, я уже больше хочу в университет поскорее поступить. Если надо поступить в университет, папа говорит, что надо закончить сперва школу, садик и так далее. Стоит отметить, что образцовых примеров у Димы немало. Родители связали жизнь с медициной. Они оба врачи. Папа рентгенолог, мама эпидемиолог. Впечатляют мальчика успехи и достижения старших братьев. Впрочем, без 5 минут первоклассник знает точно, кем в будущем станет он сам. С выбором профессионального пути Дима давно определился. Осталось получить знания. Конечно, профессором, чтобы создать машину воспоминаний, чтобы вспомнить 5 желаний. И еще телепорт-кабинку. То есть ты телепортируешься только 1 раз, и она исчезает. Средний сын Кирилла и Веры Игорь сейчас в 8 классе. Наряду с литературой он увлекается театральным искусством. И поэтому ни одна пьеса не покажется Игорю скучной. Напротив, подростку всегда интересно, с помощью каких средств можно воплотить литературные образы на сцене. Хожу на театральный кружок,
прям такой, если закончить его, то можно будет поступить потом на актерское. Мне очень нравится заниматься этим делом, очень приятно духовно развиваться, потому что помимо вот этого актерского мастерства мы еще разбираем наши пьесы, которые мы делаем, прям вдумываемся в смысл, прям глубоко очень. Стихию старшего сына Горбуновых Романа составляют игры в тематике ДНД. Рома учится в 10 классе, и на первом плане у него сейчас все-таки школьная программа. Следующий год, 2027, станет решающим, и готовиться к выпускным экзаменам нужно уже сейчас. Следующий год будет очень волнительным. Для меня наступают экзамены, ЕГЭ. Но зная, что мои родные поддержат меня в любых начинаниях, я чувствую себя немного спокойнее. Будучи активными и увлеченными читателями, родители и дети являются постоянными участниками литературных праздников и творческих встреч, коих в стенах библиотеки проходит великое множество. Неоднократно Горбуновы становились победителями интеллектуальных викторин. Вера Александровна записана, кстати, участник нашего клуба, библиотечного читающего клуба под названием «Княгиня», где мы постоянно встречаемся, обсуждаем книги. Они даже прочитывают книги и по книгам делают сами ролевые игры. И приходят к нам в библиотеку, проводят их для других для других друзей. Несомненно, для Веры, Кирилла и их сыновей наступивший год обещает стать насыщенным и интересным. В стенах Алданской межпоселенческой библиотеки имени Некрасова семью Горбуновых, как и всех читателей, ожидают не только полюбившиеся события, но и масса нового и захватывающего. 2026 объявлен годом национальных культур в России и годом культуры в Якутии. У коллектива библиотеки уже масса планов и задач. Год минувший стал богатым на события и достижения, и претворение в жизнь масштабных начинаний продолжится. Наше литературное объединение «Вдохновение» переросло в НКО и стали полноправными членами некоммерческих организаций. А также мы выпускаем газету «Родник» патриотической направленности. В этой газете печатаются наши писатели, поэты и также пишущие люди из нашего города-побратима Докучаевска. При библиотеке создано волонтерское движение «За нас». И каждый день там кипит работа наших волонтеров, которые, не покладая рук, плетут сети, собирают гуманитарный груз в зону СВО. В благотворительных акциях в помощь участникам спецоперации сотрудники библиотеки принимали активное участие. Также в 2025-м коллективом было реализовано множество патриотических проектов, посвященных 80-летию Великой Победы. Традиционно Алданская Некрасовка является главной в районе площадкой по проведению тотального диктанта и иных просветительских акций, в которых все желающие могут проверить собственные знания и грамотность. А книгачеи и поклонники различных видов искусств уже не представляют весну без волшебной и наполненной чудесами Библию ночи. Мы делаем листья в стиле макраме, в технике макраме. Это очень просто. Вообще, любой, мне кажется, новичок справится. Самое такое. Я показываю азы, то есть, а дома уже люди могут до конца обработать, сделать, уже запано собрать. Я просто показываю, как листик сделать сам, основу. Мне все очень нравится. Тут прекрасные изделия тоже есть и мастер-классы. В минувшем году библиотека присоединилась к программе «Алданское активное долголетие», которая направлена на поддержку представителей элегантного возраста. В стенах читальни граждане познают финансовую грамотность, знакомятся с цифровыми технологиями и осваивают навыки пользования интернет-ресурсами. Постоянными посетителями библиотеки являются люди с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека помогает нам очень по документам. Мы тут по интернету здесь, по компьютеру все пишем и делаем документы свои, отправляем всегда без проблем. А общество глухих у нас ходит на все мероприятия, которые у нас есть, по долголетию также. Очень хорошее наше здание, хорошие люди, хорошее отношение к людям с
инвалидностью. Председатель районного общества инвалидов по слуху и зрению Марьяна Пестрикова сегодня пришла в библиотеку для того, чтобы отправить бумаги и заказать справки через онлайн-сервис. Электронный документооборот составляет одно из направлений взаимодействия общественной организации с библиотекой. Между двумя коллективами давно сложились партнерские отношения. Наши люди здесь приходят, чтобы какие-то документы сделать, во-первых, по госуслугам, а во-вторых, у нас есть здесь библиотека для людей с проблемами зрения. Есть тут библиотека говорящих книг, и вот сюда приходят и меняют свои книги. В наступившем году будет реализован крупный проект. Начнется работа по модернизации библиотеки в селе Якакит. Читальные залы и хранилища уже подготовлены. Средства на оборудование и мебель были выделены в рамках федерального национального проекта «Семья». Мы сделали ремонт за счет бюджетных средств Алданского района. Но в 2026 году будем уже полностью оборудовать эту библиотеку современной техникой, мебелью, для того, чтобы жителям села Якакит было комфортно в нашей обновленной модельной библиотеке. 2025 для библиотеки имени Некрасова стал насыщенным и в профессиональном плане. Сотрудники приняли участие в Международном библиографическом конгрессе. Одна из ключевых тем касалась цифровизации и совершенствования принципов работы библиотек. А на Первом республиканском съезде был задан курс деятельности на перспективу. Были выработаны планы на будущее, и красной строкой прошло, в общем-то, замечание о том, что мы должны развивать национальные культуры, мы должны изучать языки, и мы должны комплектовать фонды в соответствии с поручениями главы республики. Ожидается, что 2026 будет интенсивным и ярким. К тому же наступивший год для Алданской межпоселенческой библиотеки имени Некрасова станет юбилейным. Старейшей и главной читальни района исполнится 90 лет.